браття у своїй сторонці, душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. А зараз зустрічайте бурхливими оплесками. Вас вітає Едем Сейтевлаєв. Підтримайте нашу зіроньку маленьку.
Бозымтара, бозымтара.
Cemaat, şimdi şarlarla iki bayrak koterilecek. Bana keliye tamaşna. Ondan sonra arabalarga oturup ketemiz. Saat 10'da bu Azov gaydi olmak gerekir. Tek aran bana öyle oldu. Bizni ağlamadı. Saat 9'da gelecek edi. İki tane bayrakını şimdi kokki kotereceğimiz şarga bayladı. Ölüm bizim de tanımaz, ölüm bizim gururumuz. Bir insan fidanında arzu eder yaşamada. Bizim dağlar, yeşil baylar, kara denizin hayalı. Yaşasın fidan, büzüler karın tatarlar. Bayrak bayrak, milli bayrak, nalu bayrak. Nesilden nesillerden vay bayrak. Bayrak bayrak, milli bayrak, nalu bayrak.
часов должна быть на посту Азов. Мы запустим там на Чангири. Чангарда Котыр. Здесь ветер не дает. Все, по машинам уезжаем. Опаздываем. Хана? Какие-то мир можно показать ему дорогу? Ну, на каде. Хорошо, давай я тут. Сейчас я подойду к нему. Ты по Хана предупреди, а я выхилю. Я сейчас Хану в машину сяду тебя. Хорошо? Давай, давай. Я вперед сяду. Я впервые в своей жизни переступил порог мечети, впервые в своей жизни я был на джума намазе. Знаете, мне очень приятно, что на первую свою молитву я попал сразу на джума намаз и сразу не куда-нибудь, а в ханскую мечеть. Когда мы еще учились в университете, у меня были хорошие преподаватели, они нас учили к тому, что имам должен быть как медик, как врач, как хирург. Может быть какая-то религия, может быть вне политики, но не ислам.
Мы поехали в Авдеевку и просто вот недалеко от позиции нашли тихое укромное место в квартире у одних людей, провели им никях, то есть люди пришли с позиции в военной форме, мы их женили, они снова туда ушли. Мы имеем то, что в середине ислама существуют разные богословские школы, разные направления, иногда откровенно диковинные секты, которые только себя считают мусульманами, других мусульманами не считают, вообще в принципе не считают других мусульман мусульманами. Я всегда говорю людям, вы не смотрите на мусульман, вы смотрите на ислам. Ислам идеальный, а мусульмане это люди. Человек всегда человек, он всегда ошибается. Я абсолютно уверен тому, что вообще история ислама в Украине и мусульмане Украины могут научить не только всю Европу, я думаю, весь мир. Крым это колыбель ислама в Украине. Это колыбель не только ислама в Украине, а я считаю, что во всей Восточной и Центральной Европе. Для мусульман Украины эта оккупация нанесла удар, мы фактически у нас отобрали, насильно отобрали колыбель ислама в Украине, истоки, откуда пошел ислам на этой территории. И я считаю, что мусульмане Украины никогда не должны с этим смириться. У нас должна быть просто, вот я не знаю, если хотите, называйте национальной идеей, вернуть Крым. Gönül programmasının musafiri Said İsmagilov. Bazar kunu saat 20'de seyir ediniz. Несколько раз в год, в даты, памятные для крымских татар, улицы и площади Крыма заливает голубое море крымско-татарских национальных флагов. Голубой стяг с золотою тамгой в углу давно стал одним из хорошо узнаваемых символов Крыма. Эти знамена развиваются не только на полуострове, но и везде, где живут крымские татары – в Киеве, в Стамбуле, в Нью-Йорке и во многих других городах. Каковы же символика и значение этого флага? Те, кто не особо углублялся в историю Крыма, зачастую полагают, что голубое знамя крымских татар – это не что иное, как государственный флаг Крымского ханства. И такой ход мысли вполне понятен, ведь действительно, если в прошлом крымские татары имели свое собственное государство, то почему бы им и сейчас не использовать флаг своей былой державы? Давайте попытаемся выяснить, так ли это на самом деле, и заодно поищем ответ на вопрос, каково же все-таки значение этого символа, который сами крымцы называют кок-байрак, то есть голубое знамя. В исторических источниках ханских времен порою встречаются упоминания о крымских флагах. К сожалению, большинство из них ничего не говорит о цвете этих знамен. И одним из редчайших исключений является описание военного похода хана Девлета I Герая к Волге и Астрахани в 1569 году. Согласно этому описанию, ханскую ставку постоянно сопровождало несколько знамен. Самое главное из них с величайшим почетом хранилось в ханском походном шатре. Оно было красным, с вышитыми золотом арабскими надписями. А среди остальных флагов были черный, белый с зелеными концами и два темно-красных, с желтой и с белой каймой. Что же они означали? Можно предположить, что черное и белое знамя служили религиозными символами священной войны. Ведь из преданий известно, что именно черные и белые полотнища использовали в качестве флагов воины пророка Мухаммеда, и впоследствии этот обычай распространился по многим странам мусульманского мира. Темно-красные с разноцветными краями, не исключено, были флагами крупных подразделений армии, ибо и другие документы подтверждают, что подобные боевые знамена вручались ханским военачальникам. А вот что касается расшитого золотыми буквами красного знамени в ханском шатре, то оно могло попасть в Крым из Турции.
При Османском дворе с XVI века хранили как великую святыню так называемый санджак и шериф – кусок черной шерстяной материи, нашитый на зеленый шелк. В Турции считали, что это было знамя самого пророка. Полотнище было настолько древним и ветхим, что его уже нельзя было вывешивать, и потому для него сделали замену – красно-зеленый флаг с вышитыми религиозными текстами и именами сподвижников пророка. Султан бережно хранил санджак и шериф во дворце, выставлял только в дни больших торжеств, а во время военных походов держал его в своем личном шатре. Подобное священное знамя, несомненно, имели и крымские ханы, ведь при церемонии восхождения на престол каждого нового крымского правителя турецкий султан, помимо драгоценной сабли и прочих почетных даров, вручал ему также и знамя. Не исключено, что таким подарком от султана и мог быть тот красный флаг, который Девлет-Герай-хан всегда держал при себе в походе. В целом, цвета знамен, с которыми выходили на войну крымские и турецкие правители, был весьма схож. Хорошо известно, что султанов в бою тоже сопровождали белые, зеленые, красные, желтые, бело-зеленые и красно-желтые флаги. Среди прочих немногочисленных сведений о ханских флагах особое место занимает один старинный голландский морской справочник, изданный в самом конце 17 столетия. В нем изображены флаги различных держав, в том числе и два флага, как называют авторы, татарского императора. Их показано два. Они золотистого цвета, и на одном из них помещена черная сова, а на другом черный дракон. Трудно сказать, откуда почерпнули свою информацию авторы справочника, однако известно, что сова издавна считалась одним из символов Чингисхана, далекого предка крымских ханов, а дракон порой встречался и на европейских гравюрах, изображавших знамена крымских войск. Так каким же все-таки был государственный флаг Крымского ханства? Правильный ответ на этот вопрос может прозвучать весьма неожиданно. Такого флага не существовало вовсе. Дело в том, что на Востоке различного рода флаги использовались еще с очень давних времен, как личные знамена правителей, должностных лиц, воинских подразделений и даже ремесленных цехов. Но вот понятие единого государственного флага, который бы